Всем привет, меня зовут Эрхан, и сегодня я вам прочту сказку, как ослик, ежик и медвежонок встречали Новый год. Присаживайтесь поудобнее, начинаем. Всю предновогоднюю неделю в полях бушевала вьюга. В лесу снегу намело столько, что ни ежик, ни ослик, ни медвежонок всю неделю не могли выйти из дому. Перед Новым годом вьюга утихла, и друзья собрались в доме у ежика. «Вот что», — сказал медвежонок, — «у нас нет елки». «Нет», — согласился ослик. «Не вижу, чтобы она у нас была», — сказал ежик. Он любил выражаться замысловато в праздничные дни. «Надо пойти поискать», — сказал медвежонок. «Где же мы ее сейчас найдем?» – удивился ежик. «В лесу-то темно». «И сугробы какие!» – вздохнул ежик. «И все-таки надо идти за елкой», – сказал медвежонок. И все трое вышли из дома. Вьюга утихла, но тучи еще не разогнала, и ни одной звездочки не было видно на небе. «И луны нет», – сказал ослик. «Какая тут елка?» «А на ощупь», – сказал медвежонок и пополз по сугробам. Но и на ощупь он ничего не нашел. Попадались только большие елки, но и они все равно бы не влезли в ежикин домик. А маленькие все с головой засыпало снегом. Вернувшись к ежику, ослик с медвежонком загрустили. «Ну какой это Новый год?» – вздыхал медвежонок. «Это если бы какой-нибудь осенний праздник, так елка, может быть, и не обязательно», – думал ослик. «А зимой без елки нельзя». Ежик тем временем вскипятил самовар и разливал чай по блюдечкам. Медвежонку он поставил баночку с медом, а ослику тарелку с лопушками. О елке ежик не думал, но его печалило, что вот уже полмесяца как сломались его часы-ходики, а часовщик-дятел обещался, да не прилетел. «Как мы узнаем, когда будет 12 часов?» – спросил он у медвежонка. «Мы почувствуем», – сказал ослик. «Это как же мы почувствуем?» – удивился медвежонок. «Очень просто», – сказал ослик. «В 12 часов нам будет уже ровно 3 часа хотеться спать». «Правильно», – обрадовался ежик и, немного подумав, добавил. «А о елке вы не беспокойтесь. В уголке мы поставим табуретку, я на нее встану, а вы на меня повесите игрушки». «Чем не елка?» – закричал медвежонок. Так они и сделали. В уголок поставили табуретку, на табуретку встал ежик и распушил иголки. «Игрушки под кроватью», – сказал он. Ослик с медвежонком достали игрушки и повесили на верхние лапы ежику по большому засушенному одуванчику, а на каждую иголку по маленькой еловой шишечке. «Не забудьте лампочки», – сказал ежик. И на грудь ему повесили 3 гриба-лисички, и они весело засветились. Такие они были рыжие. «Ты не устала, елка?» – спросил медвежонок, усаживаясь и отхлебывая из блюдечка чай. Ежик стоял на табуретке, как настоящая елка, и улыбался. «Нет», – сказал ежик. «А сколько сейчас времени?» Ослик дремал. «Без 5:12», – сказал медвежонок. «Как ослик заснет, будет ровно Новый год». «Тогда налей мне и себе клюквенного сока», – сказал ежик-елка. «Ты хочешь клюквенного сока?» – спросил медвежонок у ослика. Ослик почти совсем спал. «Теперь должны бить часы», – пробормотал он. Ежик аккуратно, чтобы не испортить засушенный одуванчик, взял в правую лапу чашечку с клюквенным соком, а нижней, притоптывая, стал отбивать часы. «Вам-бам-бам!» – приговаривал он. «Уже 3», – сказал медвежонок. «Теперь давай ударю я». Он трижды стукнул лапой об пол и тоже сказал: «Вам-бам-бам! Теперь твоя очередь, ослик». Ослик 3 раза стукнул об пол копытцем, но ничего не сказал. «Теперь снова я!» – крикнул ежик, и все, затаив дыхание, выслушали последние «бам-бам-бам!» «Ура!» – крикнул медвежонок, и ослик уснул совсем, скоро заснул и медвежонок. Только ежик стоял в уголке на табуретке и не знал, что ему делать. И он стал петь песни и пел их до самого утра, чтобы не уснуть и не сломать игрушки. Вот такая вот интересная сказка про храброго ежика
И хочу в следующем году пожелать всем вам, всем нашим зрителям огромного счастья, здоровья, чтобы никто никогда не болел. Ставьте перед собой цели и обязательно всех их достигайте. С Новым годом!